Политика от партия Курда и Залар Шахома и его политика от система. Ласыласы хахалойта критика хтула шматиола, а политика от партия комыцхсобха. А хайкала параус злор хабхадзара кумка архатабзиравзар. А политика от партия ядзару пихатру а политикша. Ишпаща кулайчка райнуцкапе усуша. Ариатема халача верцхадзбейт ариамчибжаза хтулача апыша дузмо а партия амцахара имепнагаз асъездаштах. Хаззара квартака кацараза хдыра тарадала хупа политолог Даута Каюба. На этой неделе прошел съезд политической партии Амцахара. Там были затронуты вопросы, касающиеся общественно-политической обстановки и социально-экономической. Какие, на ваш взгляд, из этих вопросов требуют неотлагательного решения? Наиболее важными вы считаете? Политической партии Амцахара на следующий год исполняется 25 лет. 25 лет назад она была создана как ветеранская организация. И, естественно, конечно, защита прав ветеранов – это одно из приоритетных направлений деятельности партии. В своем выступлении Алексей Мсуратович Цукба отметил закон о ветеранах. Для политической партии это является приоритетным вопросом. Он обратился к депутатам, которые присутствовали там, в том числе к спикеру парламента Лашину Кзаровичу, с просьбой рассмотреть принятие в окончательном чтении закона о ветеранах и проконтролировать его исполнение. На наш взгляд, это является одним из самых важных направлений деятельности партии, так как в стране, в которой независимость была завоевана в горячей фазе войной, так можно выразиться, не иметь закон о ветеранах уже почти 30 лет, конечно, в какой-то степени является парадоксальным. Не считаю это правильным. И политическая партия не считает это правильным. И, пользуясь случаем, на съезде Алексей Мсуратович обратился к нашим народным избранникам. Плюс ко всему, Алексей Мсуратович обратился с просьбой рассмотреть возможность понижения пенсионного возраста ветеранов. Вот это основные такие направления. Потом были затронуты, конечно, демографические вопросы, да? Касаемо стимулирования семей молодых, у кого трое и более детей, чтобы их можно было как-то финансово стимулировать. Раньше такого не было. На третьего и более ребенка при рождении дают 100 тысяч рублей, плюс увеличилось ежемесячное пособие. Это тоже какую-то роль, наверное, сыграет? Ну, исходя из мировой практики, это всегда играет положительную роль, положительная динамика. То есть здесь в России, да, пример такой материнский капитал, есть в других странах стимулирование молодых семей. Это, естественно, в сегодняшней социально-экономической обстановке помощь государства в строительстве семьи и участие в ее финансовой жизни, конечно, является приоритетным и неотъемлемой частью для развития на перспективу нашего государства. А какую роль играют политические партии в решении государственно важных вопросов? Тут я бы выделил два аспекта. Системный, ну и фактический. Что касается системного, что я имею в виду? Сегодня от политической партии Амцахара на недавних выборах было выдвинуто, если мне не изменяет память, около 9 кандидатов. Из них 6 прошли в парламент. Но так как у нас мажоритарная система, да, одномандатная так называемая система выборов, этот мандат остается конкретно за человеком, за той или иной личностью. И роль партии в этом в системном смысле ослабевает. То есть, что я имею в виду? Я думаю, что мы должны укреплять роль партии в этом смысле, для того, чтобы, может быть, улучшить качество депутатов. Все-таки политика, политология – это наука и профессия в какой-то степени. Если бы мы добавили бы еще дополнительный фильтр, вдобавок к тому, что наши граждане, да, будут выбирать, то есть так называемая смешанная система, избирательная система. То есть, чтобы партии получали мандаты. И тогда уже системным образом партия сможет вносить те или иные законопроекты в парламент.
И сегодня это возможно. И сегодня как бы никто не забирает право у организаций общественных и политических выступить с законодательной инициативой, обратиться к депутатам, так как мы еще абхазское общество, мы все друг друга знаем. Я думаю, что наши депутаты обратят на это внимание. Но это будет нести несистемный характер. Надо, вот, на мой взгляд, укреплять роль партии, дабы улучшить политическую обстановку и вообще политическую конъюнктуру в нашей стране. Вторая часть – это вот фактическая. Все-таки, когда в нашей стране происходят те или иные события, да, резонансные, в том числе, роль партии в этом смысле определенным образом возрастает. То есть без партии, ну, все те или иные общественные движения, естественно, либо контролируются, либо поддерживаются, либо не поддерживаются политическими партиями и организациями. И в этом смысле фактическую роль они играют немалую. И поэтому надо как-то систематизировать эту работу и внедрить, как бы, вот, хотя бы попытаться первый такой пилотный проект, внедрить это все в именно систему. Я думаю, что к этому надо стремиться, потому что в мире как бы потихоньку приходит к тому, что именно потом может формироваться идея партии, понимаете? Именно какого она толка и какого направления. И свои идеи честно, открыто говорить своим избирателям, если избиратели посчитают нужным проголосовать за партию с этими идеями, и эта партия уже в парламенте, в свою очередь, будет эти идеи продвигать. Вот как-то в этом смысле. Да, я а думаю, вот так. внутри вашей партии уже на эту тему разговоры идут? Вы вообще к этому стремитесь? Вот именно ваша партия? Есть такие разговоры, они не только внутри нашей партии, честно вам скажу, в тех или иных общественных организациях и вообще на публичных площадках это все обсуждается. В целом возможность смешанной системы. Но при всем при этом мы не можем, конечно, наобум этим всем заняться. Мы должны будем подготовиться. И Министерство юстиции должно будет поработать с партиями, дабы улучшить качество и вообще системную работу партии для того, чтобы можно было уже вот этот мандат доверия передать вот партии для того, чтобы она там в парламенте и, допустим, в администрацию президента формировала свои идеи и мысли. Я считаю, что это было бы не лишним. Надо вот в этом направлении работать, и мы, конечно, об этом говорим, хотим развивать нашу страну. А это вот одно из направлений, которое вот можно было бы попробовать, на наш взгляд. События, на данный момент происходящие в мире, безусловно, отражаются и на Абхазии, в первую очередь на нашей безопасности. Как вы считаете, наш политический курс в верном направлении? Сейчас мир на блоки делится, можно так выразиться, да? Блоковая система какая-то такая создается. Ну, в частности, можно отметить, что, да, председатель Китайской Народной Республики господин Си Цзиньпинь после своего переизбрания первым визитом для себя определил визит в Россию. Это тоже как бы немаловажный фактор. Но да? Запад насторожился этим визитом. Абсолютно, конечно, потому что союз России и Китая в этом смысле является, так сказать, весомым в международных отношениях. И в идеологическом смысле вот, Россия несет традиционные особенности. Да? А западный мир, их идея, да, того, как должен мир существовать, нам не близок. Именно идеологически, потому что все-таки у нас есть историческая, да, какая-то исторический код, традиционные особенности. Они как бы пытаются это все унифицировать и под одну гребенку. Мы против этого. Мы должны быть самобытными и оставаться ими, как мы сегодня вот и являемся в этом смысле. Вот эти три аспекта, я думаю, что должны определить понимание, правильный ли наш курс во внешней политике, либо нет. Я считаю, что бесспорно верный, конечно. Понятно, что в картину западного мира мы вообще не вписываемся, и они не хотят нас никоим образом в этом мире видеть, да, как отдельную страну, отдельное государство. И вот эти геополитические игры могут быть весьма опасны для нас. В этом смысле, что необходимо сделать, чтобы укрепить безопасность нашей страны? Вот какие шаги необходимо предпринять? Мы же тоже должны думать наперед. Да, абсолютно, совершенно верно. Ну, учитывая, да, действительность в мире и такую напряженную международную обстановку, конечно, нужно укреплять обороноспособность. Сегодня остро стоит такая необходимость, так как мы
следим за то, что происходит в Грузии, какие политические процессы там происходят. И звучат лозунги об открытии второго фронта. Да, часть общества, допустим, поддерживает такую идею, хотя мы бы им не советовали вообще в этом смысле даже думать. Надо забыть об этом раз и навсегда. Исходя из этого, естественно, надо укреплять в первую очередь свою обороноспособность. Это мобилизационные мероприятия, это, допустим, строительство фортификаций на границе. Ну, есть известная, да, мировая фраза «хочешь мира, надо готовиться к войне». Если вот за Грузией стоит так называемый коллективный Запад, за нашей спиной Российская Федерация, наш стратегический партнер и союзник. И мы должны во всех областях военной науки с ними сотрудничать, потому что это одна из передовых стран именно в военной промышленности во всем мире. Мы это прекрасно понимаем и осознаем. Нам есть чему поучиться. Мы должны вместе, сообща, в этом смысле работать. Вы возглавляете, я так понимаю, отдел внешнеполитических связей партии Амцахара. И внутриполитическую ситуацию, и внешнеполитическую очень хорошо знаете, наверняка. Как вы считаете, что мешает нашей независимости, внутренний фактор или внешний? И что нужно сделать для укрепления нашего статуса? Мы должны подтверждать свою позицию своими действиями. И сегодня это происходит на самом деле. Наше единение в вопросах независимости Абхазии, оно бесспорно. Но так как мы независимое, демократическое, правовое государство, идет естественный процесс политической борьбы. Она неизбежна. Это и есть развитие государства. Просто методы, конечно, иногда оставляют желать лучшего. Но сегодня такая у нас действительность. Вы знаете, есть такая тоже фраза «Москва не за год строилась». Мы сегодня, как 30 лет, получили именно независимость. И в 30 лет в мировой истории для строительства государства заново – это небольшой срок. Я считаю, что мы неплохо поработали, немало сделали, но мы должны будем еще развиваться, и наше гражданское общество будет более трепетно относиться к своей стране и более уже умело со временем, понимаете? 30 лет – это капля в море. После французской революции французы тоже не за 10 лет свою республику пятую построить. Поэтому как бы в этом смысле мы должны просто работать. У нас есть такое обыденное мнение, что вот так, мы все плохо у нас, мы не смогли то, не смогли это. А много чего мы смогли. Много чего мы смогли. Ну, до 99-го года фактически блокада. До 2008 года уже блокада была ослаблена, снята, но при всем при этом развиваться было сложно. С 2008 года по сегодняшний день прошло 15 лет практически, да, 15 лет. 15 лет такой активной, да, деятельности уже и на международной арене мы стараемся, да. Это все небольшие сроки для строительства государства. Я убежден, что мы сможем его построить, и оно будет одной из примерных. Слушайте, ну вот западные страны говорят, да, о демократии. Истинная демократия в Абхазии, настоящая демократия. Это тоже исторический факт. Это не мной придуманная вещь. Самые ключевые резонансные вопросы решались где? На сходе. А сход – это и есть прямое волеизъявление граждан и демократия, власть народа. Поэтому, знаете, нам навязывать демократию не надо. Когда у нас была демократия во многих странах, которые сегодня являются так называемыми цивилизованными, даже понятия об этом не было. Поэтому как бы в этом смысле я оптимист и думаю, что мы сможем еще укрепить свою государственность и построить. Да. Давайте все-таки вернемся к работе партии. И так как вы представители Амцахары, хотела узнать, планируются ли у вас изменения какие-то и намерены ли вы усилить роль партии и участие в формировании политической системы государства? Спасибо за вопрос. Как раз я пару аспектов хочу раскрыть нашей деятельности. Вот на базе партии в недавнем прошлом, несколько месяцев, начал функционировать аналитический центр. В чем заключается его смысл работы? Молодые специалисты вкупе с ветеранами, специалисты в разных областях, формируют предложения политической партии по тем или иным вопросам, которые сегодня встают в повестку дня в нашей общественной и политической жизни.
Мы вот сегодня уже настраиваем эту работу. Будем формировать свое предложение по всем насущным вопросам, которые у нас есть. Так, когда мы выстроим эту систему, мы хотим ее перевести, возможно, в публичную плоскость. Невозможно, а точно в публичную плоскость перевести, то есть выкладывать наши сформированные предложения и уже, так сказать, на суд общества нашего народа. На последнем съезде мы утвердили руководителя, назначили руководителя молодежного крыла Беслана Эмрухба, ныне депутат парламента. Мы уже с ним тоже обговорили, как мы будем действовать, какие-то первые шаги, какие мы будем определять. Мы хотим съездить, да, по районам, в города, в села, пообщаться с молодежью, в первую очередь, так как это молодежное крыло, пообщаться с молодыми ребятами, узнать их мнение о текущей обстановке в стране, узнать их мнение о перспективах, да, развития. Вот в таком формате работы, я думаю, что мы сможем добиться позитивных результатов для нашей республики в целом и в частности для того или иного, да, административного центра. Вот как-то в этом смысле вот такая работа ведется, это вот из недавнего. Как я сказал выше, надо укреплять роль партии в стране. Это может качественно улучшить, да, политическую нашу жизнь, чтобы был какой-то фильтр, чтобы человек проходил определенные этапы перед тем, как станет депутатом, либо членом правительства, либо каким-либо другим чиновником. В этом смысле вот такая у нас работа ведется.